Здравствуйте, эфир телеканала «Салям» продолжает ишимбайские новости. В студии Дина Мурзина. Прием по личным вопросам провела в Ишимбае заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова вместе со своими коллегами. Вопросы, с которыми ишимбайцы обратились к представителям этой сферы, были самыми разными. От невнимательного отношения со стороны персонала больниц до решения проблем инвалидности. Продолжение темы далее. Надежда Кайбышева записалась на прием сразу с несколькими вопросами. Один из них – недостаточно внимательное, по ее мнению, отношение к пожилым пациентам. Сын Надежды Ивановны – инвалид первой группы по зрению, мама – ветеран тыла. Ей приходится одной ухаживать за обоими. Кроме того, волнует ее вопрос бесплатного лекарственного обеспечения инвалидов. Как считает наша собеседница, пожилая женщина заслужила большего внимания к себе со стороны медработников. Вежливости нет у нас, в регистратуре не добьешься. Никто никого, ничего абсолютно не надо. То туда иди, то сюда иди, так гоняют. У меня, вот, например, врача нет участкового. Сейчас, ладно, спасибо Ахмадеевой. Очень хорошая медсестра, хорошая Серова. Меня очень корректно встретили. Я к ним уже стала ходить. Все, это я сама. У меня онемение было. У мамы, значит, некому обслуживать. Кто бы хоть пришел бы. Хоть бы, они же должны в списке быть, и такие люди-то. Вот эти вот, кому столько лет, и они ветеран тыла. А вот инвалида третьей группы Ирину Малинину отношение медицинских работников устраивает. А обратилась она на прием по поводу уточнения правильности оформления документов для усиления инвалидности. Ольга Сергеевна Смутко, она написала мне план работы, все, но чтобы удостовериться, все правильно или нет, я поэтому обратилась в вышестоящую. Все правильно. Рассказали план действий, как действовать, если там инстанции нет, другую, в общем, все подробно объяснили. Прием разделили на две части, так как из 10 записавшихся 9 человек обратились по вопросам несогласия с группами инвалидности или о порядке ее получения. Поэтому параллельно ответы давали представители филиала номер 2 Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Башкортостан. Но основные вопросы по МСЭ и по группе инвалидности, по медико-социальной экспертизе связаны как раз с изменением порядка. То есть в период ковид у нас стало заочно получаться инвалидность. Соответственно, люди перестали видеть, как оформляются их документы. Мы полностью погрузились в электронный вид, и они не видят теперь своих бумаг. Да? Мы в электронном документообороте. Ну и, естественно, меняются правила, меняется законодательство. Об этом всем сейчас идет разговор. Вторая группа вопросов касалась реорганизации поликлиник города, а также отсутствия некоторых медицинских специалистов. По словам Ирины Вячеславовны, по всем обращениям удалось достигнуть взаимопонимания. Ольга Валитова, Арсен Рахмангулов для информационной программы. Одну из центральных улиц Ишимбая, проспект Ленина, начали капитально ремонтировать по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здесь проводят полную реконструкцию. Идет обновление бордюрного камня, обновление асфальтного покрытия. Также в рамках благоустройства будет обновлена центральная аллея по проспекту Ленина. Протяженность улицы от Космонавтов до Чкалова 2 километра 700 метров, ширина 25 метров. Работы, которые выполняют сотрудники АО «Башкиравтодор», должны быть завершены к 31 августа. За последнее время в Ишимбайскую центральную районную больницу с укусами клещей обратились более 150 человек, почти треть укушенных – дети. В среднем за сезон с такой проблемой обращаются более 500 пациентов. Из них, как правило, у 1-2 человек выявляют укусы энцефалитными насекомыми. Как говорят врачи, чтобы избежать заражения, можно пройти плановую вакцинацию против клещевого энцефалита. Такой метод защиты особенно подходит тем, кто много работает на природе. Если вас укусил клещ, необходимо его извлечь и сдать в лабораторию. Важно, чтобы насекомое оставалось живым, иначе наличие вируса определить невозможно. Сейчас в аптеках продается либо специальная петля для извлечения клещей, либо нужно взять нитку, аккуратненько завязать петельку как можно ближе к коже и раскачивающимися движениями вытащить клеща. Если все-таки осталась, допустим, головка, которая погружается в кожу, то необходимо
обратиться в лечебное учреждение. Давить клеща ни в коем случае нельзя. Так вирус распространится быстрее. Если в лаборатории подтвердится заражение насекомого энцефалитом, пациенту проведут экстренную профилактику. Ведут готовые антитела или противоклещевой иммуноглобулин. В таком случае заболевание не разовьется. Сезон клещей начинается, когда среднесуточная температура воздуха поднимается выше плюс 4 градусов и длится примерно с апреля по октябрь. Для 56 воспитанников Башкирского кадетского корпуса имени Героя России Александра Достовалова прозвенел последний звонок. На торжественной церемонии по окончанию учебного года выпускников поздравили официальные представители, преподаватели, родители. Стройным маршем кадеты во главе со своими наставниками, преподавателями прошли по плацу. Репортаж с этого события продолжит наш эфир. К центральной трибуне подходят кадеты 3-го взвода, 11-й А-класс. Командир взвода лейтенант Карсанов Ильфат Фатыхович, куратор Вагапова Гузелия Камиловна, заместитель командир взвода вице-сержант Ахматханов Булат. От имени полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова выпускников и их родителей поздравил главный федеральный инспектор по Башкортостану Алексей Касьянов. Уважаемые учителя и воспитанники, дорогие кадеты, от всей души поздравляю вас с окончанием 2020-2021 учебного года. И, конечно, в этот торжественный день особые пожелания кадетам-выпускникам. Сегодня вы вступаете в новую взрослую жизнь, полную открытий и испытаний. Я уверен, здесь вы стали настоящими мужчинами. Вы готовы с честью и достоинством постоять за себя, за своих родных, за свою отчизну. На торжественной линейке состоялась церемония передачи знамени кадетского корпуса. Прозвучало, что выпускники 11 классов – неоднократные призеры и победители в различных научно-практических конференциях, олимпиадах и спортивных соревнованиях. Участники Парада Победы в Уфе совершали полеты на сверхлегких управляемых самолетах «Саванна», награждены медалями и путевками в Артек. Ребята имеют награды за достижения в поэзии, за успехи в республиканском конкурсе «Лучший кадет по профилю МЧС». Все выпускники выполнили 3-й разряд по парашютному спорту. Напутственные слова адресовали кадетам их преподаватели и родители. В свою очередь, выпускники обратились к ним с ответным словом. Уважаемые наши учителя и воспитатели, на протяжении многих лет вы передавали и передаете свои знания нам, вашим воспитанникам. Помогаете нам, рождаете в нас тягу к познанию нового. Кадетский корпус для нас стал путеводной звездой. Вместе мы прошли большой путь, который привел нас в этот день. И ваше участие в нашей жизни неоценимо. Мы очень благодарны вам за ваше бесконечное терпение и мудрость, за вашу светлую веру и за ваше чуткое отношение к нам. Желаем вам здоровья, успехов, счастья. Выпускник 11 класса уфимец Кирилл Лобин выбрал учебу в кадетском корпусе по совету родителей. Он с детства привык к порядку и дисциплине. В дальнейшем кадет планирует продолжить карьеру военного. Конечно же, в детстве мне предложили родители поступить в кадетский корпус. И я согласился, потому что я знаю, что тут дисциплина, порядок. Хотел раньше повзрослеть. Тут, естественно, в дальнейшем хочу стать военным. Инженерных войск. Я уже выбрал училище, и это будет ракетные войска стратегического назначения, город Балашиха. Сейчас в Башкирском кадетском корпусе имени Героя России Достовалова обучаются 320 воспитанников, в том числе дети из малообеспеченных и многодетных семей и семей военнослужащих. Для выпускников прозвенел последний звонок. Волнение испытывали не только кадеты, но и их родители. Мы мечтали поступить в этот кадетский корпус. Сама вышла на пенсию, майор управления Росгвардии города Магнитогорска. Дочь у меня закончила Уфимский МВД-институт. Можно сказать, что решили продолжить династию офицерскую, поэтому надеемся, что ребенок наш после такого престижного учебного заведения, которому мы очень премного благодарны, хорошее качество обучения,
подтянутые детки, воспитанные, красивые. Я считаю, что именно такие будущие мужчины, офицеры должны представлять, защищать Российскую Федерацию. Впереди у выпускников сдача единого государственного экзамена. Как отметили в администрации кадетского корпуса, почти 100% воспитанников планируют поступить в высшие учебные заведения, структуры Министерства обороны, правоохранительных органов и МЧС Российской Федерации. Кадеты не роды подростков, шагающих строем. Кадетство есть кузница наших российских героев. Ольга Валитова, Ильназ Беккузин для информационной программы. В Ишимбайской коррекционной школе номер 7 прошло мероприятие в рамках инклюзивного творческого проекта для детей «День большого человека». Проект организован Союзом мастеров сцены при поддержке Фонда президентских грантов Министерства образования и науки, Министерства культуры Республики Башкортостан и компании «Право Респект». Основная его идея заключается в творческом взаимодействии детей с ограниченными возможностями здоровья с выдающимися деятелями культуры и искусства. В рамках проекта известные деятели культуры и искусства, артисты, музыканты и телеведущие провели для ребят мастер-классы и вовлекли в творческий процесс детей с ОВЗ для их социальной адаптации. Навыками профессионального мастерства с ребятами поделились танцующий бард Рамиль Бадамшин, музыкант Илья Тавлияров, член Союза художников и Союза дизайнеров России и Башкортостана Раушания Бадреддинова, известный телеведущий Денис Ганиев, фотограф Евгения Бадамшина. Мастер-классы по рукоделию провела Любовь Чистякова. Сюда не закругляем, и сюда тоже не закругляем. Вот просто ровненько поправим, да, чтобы она у нас наделась на страничку, потом эта закладка. Увлекательные мастер-классы стали пространством, где царили творческая атмосфера и вдохновенная фантазия. Из спортивной новости в Ишимбае состоялся велопробег, посвященный Дню велосипедиста. В городе он проводится уже в 6-й раз и стал доброй традицией. Мероприятие включает в себя велогонку и гонку «Критериум» среди взрослых спортсменов, соревнования для самых маленьких, фигурное вождение на велосипеде, конкурс рисунков для детей до 12 лет. Наша съемочная группа побывала на празднике спорта и здорового образа жизни. Стартовали участники велопробега от площади первооткрывателей башкирской нефти. Протяженность маршрута до лыжной базы 3 километра. Велопробег давно является символом здорового образа жизни, собирающий людей всех возрастов. Велосипед – это эффективный, недорогой, экологически чистый вид транспортного средства, который не только укрепляет здоровье, но и способствует активному долголетию. Это замечательное событие. Уже мы заметили, что в нашем Ишимбае люди приучились к велосипеду, много занимающихся, много людей просто катаются с детьми. Это очень здорово, это очень классно. Все приучаются к здоровому образу жизни. Сегодня настроение просто замечательное, погода нас радует. Мы надеемся, что все пройдет хорошо. Открытый велопробег собрал более 200 участников. В спортивном празднике мог принять участие любой желающий. На старт вышли не только ишимбайские велосипедисты. К ним присоединились спортсмены из Кушнаренкова, Стерлитамака, Мелеуза и Салавата. Пусть победит сильнейший. Это старт. Старт – это всегда опыт, всегда новое, всегда другая лыжная, другая трасса велосипедная, она уже сложная из-за этого. Мы работаем, тренируемся для того, чтобы, как говорится, выиграть. Там уж как получится. На лыжной базе прошли соревнования для самых маленьких участников праздника. Самому младшему велосипедисту 3 года. Здесь же состоялся конкурс рисунков для детей до 12 лет. Соревнования для взрослых среди мужчин и женщин, заезд на дистанцию 3 километра. Фигурное вождение на велосипеде и гонка «Критериум». У меня очень хорошее настроение. Я решила принять участие, потому что это очень весело и прикольно. Здесь много участников, и наверняка тоже интересно занять какое-нибудь место. Я сюда приехал просто, чтобы поучаствовать, для здоровья. На победу, конечно, не рассчитываю, так как здесь много таких же сильных соперников.
настроение отличное. Для победителей и призеров подготовили кубки, грамоты и подарки. Организаторы выразили надежду, что спортсмены будут собираться на такие состязания каждый год. Ольга Валитова, Елена Рей, Арсен Рахмангулов для информационной программы. И на сегодня это все. Всего доброго. До свидания.